Творческие люди. Якутяне о культуре. Глыбы, глыбы, глыбы. У тебя на все есть ответ. Как будто слышишь вот этот шорох волн, шепот волн и эти слова. У меня аж мурашки пошли. Как он будет доставать магию якутского слова? Мне интересно. Да. И жизнь будет, и любовь будет, и цветение. Всем салют! Меня зовут Максим, и это подкаст «Творческие люди». Мы приглашаем интересных гостей со всей Якутии, говорим на темы, связанные с культурой, искусством, литературой и всем, что интересно якутянам и гостям республики. Сегодня у меня в гостях прекрасный поэт, член Союза писателей Якутии и России Елизавета Мигалкина. Лиза, привет! Привет, Максим. И нас сегодня волнует такая важная тема, как связь литературы и искусства. Давай сразу бросаемся в бой, Лиза. Насколько сегодня ты как поэт, как человек пера, видишь плотность этой связи литературы якутской и искусства? Я сразу скажу, да, всегда слово было в большой связи с искусством. И наше якутское, особенное магическое слово, конечно, занимает сейчас в пространстве современного якутского искусства совершенно свое большое такое крепкое место. Почему? Во-первых, у нас шикарный театр, у нас шикарное театральное искусство. И на сцене нашего Сахатеатра всегда ставились знаковые спектакли, начиная с Берет Берген Алонхоа, которые поставили в 1906 году в Доме приказчиков. Да? Больше сотни лет назад. Да, да. И получается, что якутское слово уже тогда было поставлено на сцене, когда еще не было театра. Да? И, конечно, вот этот спектакль заложил основу для создания нашего вот театра, который известен, все мы знаем, во всем мире. Ну, это колорит, я думаю, якутской культуры. Мы видим, что флагманом пока что является, конечно, якутское кино, потому что в мире оно выстрелило, да? А якутский театр, возможно, следующая ступень, когда люди начнут говорить о якутском театре вслед за кино. Наоборот. Сначала было слово фольклорное, оно заложило основу театра, а театр, в свою очередь, явился этапом к появлению якутского кинематографа. Это да. Я говорю про то, что наибольший хайп, наверное, сейчас в мире, в мире имеет из якутского арсенала большого, а у нас культура очень богатая, да, якутское кино. Ты с этим согласна? Конечно. Если, да, с точки зрения современности, сейчас, конечно, якутское кино, да, вот это вот явление, которое выстрелило, как ты сказал. И, конечно, да, это были те фильмы, которые именно основаны на литературной основе. Вот, это я хотела услышать. «Царь, птица», допустим, Эдуарда Новикова был снят по мотивам повести Василия Яковлева «Со мной состарившаяся лиственница», да? Ага. А фильм Любови Борисовой «Надо мной солнце не садится», замечательный, сердечный фильм. Он был снят по мотивам повести Николая Лугинова «Тастумус». Вот, надо «Тастумус», каменный выступ, да? Какими богатыми знаниями обладает Елизавета, пришла и начала с нами делиться. То есть очень хорошо. Вот эти фильмы, они, имея литературную основу, получили успех, как ты думаешь? Это стало причиной того, что они стали успешными? Да, крепкий сюжет, крепкое такое именно начало гуманистическое, да, естественно. Наш колорит, естественно, да, наша природа, наши колоритные персонажи, характеры, особенности, менталитета. Все было вот подано режиссерами так, что да, это выстрелило. Действительно, это выстрелило. Как ты думаешь, сегодня люди благодаря кино, театру, они как-то приобщаются к литературе, к нашей, к якутской? Как ни странно, да, это все заметили. Как... После выхода фильма «Тыгандархан», мы все помним, что Никита Ржаков снял наш первый исторический блокбастер, если так можно выразиться, да, и народ своими силами старался помочь съемкам этого фильма. Мы знаем, мы все там пеклись 3 дня из хаты. Ты тоже? Конечно, мы писатели тоже там своим табором сидели, тоже где-то там снимались в каких-то эпизодах. Вот, было дело. И вот
народ воспринял этот фильм на ура, конечно, поскольку была показана масштабная история, история нашего народа, которая сейчас очень сильно нас волнует всех. А получается, что все библиотеки тут же после выхода фильма объявили, что роман Тыгындархан Далана прям берут каждый день, что Не очередь... успевают на полке Да, ставить. да, очередь огромная, и народ повалил прям читать этот роман заново, скажем так, да, а молодежь, конечно, первый раз. Ну это же классно. Это классно. Тоже было, самое было с повестью Далана «Джиктисас». Так, расскажи, А, это я не в курсе. «Весенняя пора», да? «Чудесная весна», скажем Мгм. так. Это замечательная повесть о школьных годах, о первой любви, красивая история. Она, конечно, этот фильм, конечно, показывали только, скорее всего, только в республике. Ну, возможно, куда-то выезжал, но не так сильно выстрелила, поскольку локальная история наша, да, но все равно такие самые наши красивые актеры. Это Ганя Венкяров, это Лавернова, это Алина, красавица, и остальные ребята, которые сейчас являются костяком, так скажем, Напомню, наших там театров. какая еще раз литературная основа? Повесть Далана «Дивная весна», Мгм. «Джиктисас». И ее тоже стали чаще брать после фильма, да? Да, да. Все стали брать, все читали, я точно знаю. Из библиотек, у меня есть подруги, которые работают в библиотеке и в созвездии, и национальной, отовсюду говорили, что все берут, все прям в очередь стоят. То есть это еще одна причина для нас с тобой, как для писателей, ты Мгм. как поэт, я как прозаик, для нас с тобой еще одна причина заинтересоваться тем, чтобы нашу книгу превратили в фильм там, или в сериал, да, и это даже иногда не денежный вопрос, да, это вопрос того, чтобы широкие массы заинтересовались текстом. На самом деле, да. Да, это есть такая взаимосвязь большая. И, конечно, огромную роль в этом играет перевод. Ну-ка, ну-ка. Так, Тыгындархан на самом деле осилить могут не все, потому что это довольно-таки плотный текст на хорошем таком якутском языке. И я знаю очень много людей, которые читали именно перевод. Перевод Аиты Ефимовны Шапошниковой, которая очень плотно работала с самим автором Василием Семеновичем Яковлевым Даланом. Она практически идеально, ну, по мере... Настолько, насколько возможно, да? да? Насколько возможно это, да. Она перевела это прям очень красиво, очень литературно, и я знаю, что этот перевод, да, сподвиг очень много... Сам автор одобрил этот перевод? Получается, да. Потому что Аита Ефимовна, она была очень молода, но она очень кропотливо работала, я знаю, да. Это один из ведущих наших переводчиков, конечно. Вот. И не только этот перевод она сделала. И вообще семья Шапошникова, вы знаете, это совершенно уникальная семья. Они, семья Шапошниковых, занимают в якутском искусстве совершенно знаковую роль. У них отец, Ефим Шапошников, был замечательным иллюстратором якутских детских книжек. Надо же. Да, замечательные иллюстрации. И множество поколений выросло именно на книжках, иллюстрированных Ефимом Шапошниковым. Угу. А его дочери, вот Аита Ефимовна, стала переводчиком, а Туяра и Екатерина стали художниками. Видите, какая большая взаимосвязь. И это совершенно уникальная семья. Древо целое, да? Да, творческое такое. И это не одна семья, допустим, да? Отлично. Вот так вот. А если мы говорим, смотри, да, если мы говорим с тобой про театр, если мы говорим про театр, немножко отойдем от кино, да, насколько успешные спектакли людей мотивируют, как ты думаешь, читать первоисточник? Вот тут я не знаю, так как Так, есть ли такие спектакли? во-первых, Сорона Малон, Дмитрий Конович Сивцев, Сорона Малон, был известен своими либретто. То есть он написал первые либретто для театра, оперы и балета. Это «Полевой цветок», первый якутский балет. Это Чурумчуку, если не ошибаюсь. Это еще он с Грантом Григоряном работал. Луакут и Нюргугун, кстати, тоже он написал либретто. Это по сказке Тимофея Сметанина, нашего писателя-фронтовика. Замечательный фильм тоже был снят по Луакуту и Нюргугун, кстати. Советский? Нет, недавно снимали. Ага, Костя снимал.
ой, фамилию Кости забыла, недавно снимали, очень красивый, душевный фильм получился. Как называется? Лоакут и Нюргугун. Мгм. Это наши Ромео и Джульетта. А, Представляешь, но наши Ромео и Джульетта не умирают. мгм. Наша любовь, она сильнее смерти. Ну там скажем тоже так. две семьи, да? Там тоже, да, Мгм. свои Монтеки и Капулетти, Мгм. свои Ромео и Джульетта. Однако наши юноша и девушка побеждают Пошли смерть. дальше, да, преодолевают, да? Ну, тут, конечно, играют особенности нашего климата. Мы же привыкли к большим холодам. То есть зима для нас практически как бы олицетворяет замирание. Да. Практически как бы Смерть в миниатюре. Да, ну как бы так, да. Однако весна все равно приходит, и мы знаем, что и жизнь будет, и любовь будет, и цветение А там будет. и лето, и сэх. Да, именно что лето, гах и аланхо. Мгм. скажем. Вернемся к театру. Ты начала Так. вспоминать какие-то Мгм. спектакли, Сорона которые могут Баллон. повлиять на читателей. Ага, Сорона Баллон, он заложил множество, написал много либретто к балетам, я сказала, да, к опере народной, на основе народного фольклора тоже, я помню. Потом, естественно, Алампа Сафронов и Николай Неустроев. Николай Неустроев и Анимпадис Иванович Сафронов написали самые первые и самые до сих пор классические, скажем так, пьесы для нашего театра. Которые продолжают ставиться. Продолжают И ставиться. пользуются успехом. Однозначно, однозначно. Это весьма сложное произведение. На Какой из, вот ты сейчас Олох назвала? Нюра Алампа, допустим, «Игра жизни», скажем так, это философское произведение. Оно может соперничать с «На дне» Горького, допустим, да. Потом был такой переходный этап на истории нашего народа, когда после нулевых стали возвращаться имена наших исторических персонажей. Так. А они что, были запрещены или почему они стали возвращаться? Ты имеешь в виду по спирали, да? Мы опять начали интересоваться этим периодом, да? Да. Харысхал, Василий Егорович Васильев, незабвенный наш народный писатель, драматург, он написал цикл пьес о людях, о сынах нашего народа, которые имели очень большое значение в истории нашего народа, скажем так, да. Они были и в эмиграции, они были и людьми, которые творили историю, скажем так. Это сын Манетаха, это братья Ксенофонтовы, это Михаил Алексеев, народный учитель. Вот эти знаковые фигуры были увековечены Василием Егоровичем в прекрасных, прям очень сильных спектаклях. И до сих пор на эти спектакли аншлаги полные. Это Кемель, это Эргелем Хаянда, обязательно вернусь. Я дословно перевожу, но как там по-другому красиво было сказано. Да? Кемель — это ледоход, про братьев Ксенофонтовых и хангаласских наших. Это Гаврил Ксенофонтов, автор Эллаяды, да, старший брат. Потом еще там... Автор чего? Эллаяды. Это первый наш ученый-этнограф, получается, и его братья. Это совершенно такая классическая история начала 20 века, когда перелом эпох, события, революция и же с ним события. Да? И это до сих пор очень сильно отзывается в нашем народе, и я вижу, что люди со слезами выходят с этих спектаклей, поскольку это наша история. То есть мы можем сказать, что спектакли, так же как кино, продвигает чтение, продвигает традиции наши, да, якутских авторов, которые не канули в лету, а продолжают читаться, да. Насколько на изобразительное искусство Якутии сегодня или вообще влияет якутская литература? Так, с изобразительным искусством у нас, скорее всего, будет связано в первую очередь имя Тимофея Степанова. Надо же, у тебя на все есть ответ, Да. не поймать тебя. Тимофей Степанов в 80-х еще, до 90-х еще
создал цикл картин по Аланхо. Ну-ка, ну-ка. Когда Аланхо, было, но не так сильно было Такой представлено. культовый не был статус, Да. как сегодня. Все знают, что такое Аланхо, весь мир. Да, вот такого вот культового статуса действительно как бы не было, да. И это не просто картины, это, надо сказать, панорамные прямо явления эпоса. Они, я не знаю, это надо смотреть. Это надо смотреть, это настолько А кропотливо. где выставлены они сейчас? Они Некоторые работы висят в Национальном художественном музее есть, да? по Кирова. Бывают еще и персональные. Как ты сказала выставки. еще раз автора, чтобы наши зрители сходили и посмотрели? Тимофей Степанов. И посмотрите его картины, если вас интересует тема Аланхо, да? Да, да. Все замечательно отображено. Еще. Да, естественно, иллюстрирован был наш Нургун-Батур стремительный Карамзиным и еще с другими соавторами. Это наши замечательные графики. Графика у нас тоже замечательная, шикарная абсолютно. И Юрий Ватяков тоже обращался к этой теме нашей эпичности нашей. Да? Потом, естественно, надо сказать, что если обратиться в сегодняшний день, Давай. то мы знаем, что командой «Культура Якутии» проводится через каждые 2 года выставки «Хёрун. Якутский язык глазами художника». Мы проводили ее сначала в смарт-библиотеке, а в этом году, прошедшем точнее, да, 24-м, мы провели ее с Союзом художников Якутии уже на базе Союза художников «Артстим». И представляете, сколько интересных работ мы получили именно с отсылкой на литературные источники. Ух ты! Это Иван Орбита. Иван Орбита фигурирует в очень знаковых произведениях молодых художниц. В этом году, я точно помню, Мария Острелина расписала очень красивые ткани. По стихотворению? Да, Это по надо стихам постараться. Ивана Орбиты. Представляете, как это красиво. Это амонимы на якутском языке. И все эти ткани, такие благородные, тонкие, стояли, двигались на воздухе естественном таком. И это совершенно удивительное впечатление того, что ты плывешь по волнам. Она развесила эти ткани очень своеобразно, как некий коридор, и ты проходишь мимо вот этих стихов, вот этих слов, и как будто слышишь вот этот шорох волн, шепот волн и эти слова. Это совершенно непередаваемое ощущение. До этого мы организовывали выставку «Оксюкю» в центре Гагарина, в Центре современного искусства Гагарина. Эта выставка была по мотивам произведений Алексея Елисеевича Кулаковского. Мы также очень плотно работали с художниками, участвовали очень именитые художники современности. Это Николай Джаджасов, это Шапошниковы, Туяра, Катерина, это Сардана Иванова, график, который Комариков рисовал, интересненьких таких, да. Эдита Степанова, сам Джоустан Байтунов был, Михаил Старостин был, вообще глыбы участвовали. Махины прошли. Махины. И это все по произведениям Алексея Елисеевича Кулаковского. «Өксөкүлах өлөксөй». Очередная причина была после, наверное, вот этой выставки обратиться к его книгам, да, еще раз повторить, Конечно. И знаете, когда мы готовили выставку, это было похоже тоже на какое-то магическое действие. Мы взяли строки из «Оттоку олук алгыга», то есть это благословение среднему поколению, если так грубо перевести, да, прямо слишком. Но там звучит благословение именно якутской молодежи. И вот эти строки мы взяли за основу вот инсталляции. Это были буквы белые, и мы их развесили тоже вот вертикально, получается, да. И когда мы вырезали буквы и соединяли их в строки, то в зале стоял тоже такой шепот интересный. Все ходили и повторяли строки Оксюкуляха как заклинание. И они звучали вот так. «Будь опорой своему народу». У меня аж мурашки пошли. Да, в дни тягот. Будь всем стеной. Будь всем
для своего народа, постарайся приложить все силы. Ну, вот типа того, да. И на самом деле на якутском языке эти слова Сильнее, конечно, сильнее звучат. как магия, Потому как что магическое изначально, заклинание, да. да. Автор вложил в них силу. Получается, мы все перечли это произведение. Это были и студенты наших девушек, преподавательницы ЕХУ, художественного училища. Это были их мужья, это были их дети, это были наши подруги, которые приходили все помогать. Получается, стихотворение Алексея Алексеевича прочитали тогда много-много людей, в том числе молодежи. И под конец я скажу еще одно. Вот это стихотворение стоит как раз на арт-объекте Хёгун, который вот на задворках Национальной библиотеки. Можно пойти Можно почитать. посмотреть. Это чудесно, что мы видим сегодня такую синкретичную, очень плотную связь искусства и литературы. Да? А ты как поэт замечала, может быть, была ли обратная связь? Например, на каком-то спектакле или глядя на какую-то картину, ты получила идею или вдохновение, или образ, который помог бы тебе потом написать стихотворение, например. Вот мы тогда говорим, что это вообще-то настолько плотная связь. Видишь, что как звено произведение литературное послужило созданию искусства, а искусство повлияло так, например, на писателя, на Елизавету Мигалкину, на прекрасную поэтессу, что она придумала какой-то еще свой образ или стихотворение. Было когда-нибудь такое? Рефлексия, конечно, бывает. Я не считаю это за поэзию, но что я заметила? Ну-ка. Когда есть замечательный поэт, прозаик Борис Павлов. Он, кстати, директор издательства «Камюэль». Очень читабельный автор, надо сказать. Буквально вчера у него здесь была презентация книги, новой книжки «Атахбалай», как я помню. То есть, у нас здесь в да, библиотеке. буквально вчера. Вот. И было очень много народу, я видела. Ну еще бы. Вот. У этого автора есть замечательный сборник рассказов на тему якутской деревни, но у него подача такая очень современная. У него слог очень современный. Так. Это не тот архаичный якутский язык, который обычно представляется, да, когда я упоминаю Алексея Кулаковского, Алампа, Неустро. Он пишет современным якутским языком, абсолютно понятным. Для молодежи в том числе. Для молодежи в том числе. И получается, его рассказы однажды иллюстрировал Михаил Старостин. Я видела. Это замечательно красивый сборник. Получается, что Михаил Гаврилович читал рассказы Бориса и иллюстрировал. И это как-то на тебя повлияло, видимо. Ты к этому ведешь. Я не скажу, что очень сильно повлияло. Я просто вижу, что вот литература тоже дает отклик для художника создавать свои произведения. И хорошо, что сегодня в этом смысле якутская культура, возьмем в широком смысле, да, слово культура, так она и работает, якутская культура развивается динамично, да, ни о какой стагнации речи нет, да, ни о какой деградации речи вообще нет. У нас развивается изобразительное искусство, театр, мы с тобой сегодня обсудили, кино, да. И все это, мы с тобой как писатели можем здесь грудь выпить и сказать, что все это основано на литературной какой-то, да, на литературной основе все это сделано, на какой-то такой прослоечке. Понятно, что кино снимают иногда по сценарию, да, театр делают по написанному, прямо под нее пьесу, под постановку. Там, когда художник рисует, он не всегда читает Алампа там, или Холоковского, мы это понимаем. Да. Но есть процент людей, которые вдохновляются поэзией, прозой, драматургии. Это же все есть в якутской культуре. Это все есть. Это все есть. Это все есть. Да. И на самом деле, возможно, еще будут открытия на этой почве. Я думаю, что с развитием анимации будут замечательные какие-то продукты. Я думаю, надеюсь, что мы увидим
Ну, про «и» я не буду говорить. Страшновато немного, да? Страшновато Не немного. то чтобы страшно, но его тоже можно использовать. Почему нет? Я говорю, Это нам должен- с тобой, как писателям. Это- Ты чувствуешь, вот это, как там говорят, приближающийся рокот искусственного интеллекта, да, шаги хаоса. Немного, чуть-чуть страшновато, да? Я пока не боюсь, потому что Что он вытеснит писателей, поэтов. я не пишу на русском языке, я пишу на якутском языке. Но он и туда когда-нибудь ворвется. Да и пусть завется. ворвется, мне интересно посмотреть, как он будет магичить, как он будет доставать магию якутского слова. Мне интересно, Да. сможет ли он вот так вот Сложный якутский язык для настроить, искусственного да, интеллекта. настроить наше ДНК, чтобы у нас тут же задрожало Мгм. и пошло вот это благословление или наоборот. Проклятие. Да. Да. Отлично. Якутское слово это может легко. Да. Действительно, мы можем с тобой тогда посоветовать всем, кто нас смотрит, чаще ходить в кино, Да, на спектакли, обязательно. в музеи, Обязательно. наслаждаться якутским словом, якутским духом и культурой и понимать, что нередко за этим стоит первоисточник. Да? Да. И, конечно, мы, как писатели, не можем не посоветовать чаще читать книги якутских авторов, классических. Сегодня очень многих назвала Елизавета, за что ей отдельное спасибо, потому что надо продвигать, да, чтение классики, якутских авторов. Сегодня очень многие читают сразу зарубежных авторов, да, читают мейнстримные, Есть такое. фантастические тексты. Есть Да? такое. Вот. А ведь у нас богатая культура якутских писателей, да, большая Очень. традиция. Очень. Да? И мы, конечно, рекомендуем читать этих авторов, чтобы понимать то, как существует сегодня искусство. Ведь литература, слово – это искусство тоже, да, большое. Потому что людям говоришь искусство, они думают, ну, это изобразительное искусство, да? Да и все как. Да, и все. А то, что литература тоже создает смыслы, тоже создает образы. И вот сегодня много раз ты упомянул Олонхо, от этого мы никуда не уйдем, да? И хорошо, что Олонхо живет, развивается, да? Не успеем мы очнуться, ты правильно сказала, может быть, искусственный интеллект попробует разобраться в Олонхо, не за горами этот день, да? Вот. Напоследок посоветую нашим зрителям что-то от себя, как от человека, который понимает якутское искусство, который понимает якутскую литературу. Что нашим зрителям ты хочешь сказать? Дорогие друзья, мы счастливый народ. Мы живем на великолепной земле с первозданной природой. Мы живем в гармонии с природой. И минус 50 – это для нас просто обычные реалии. Ни один народ не живет и не творит в таких условиях. Мы счастливые люди. Надо сказать, что и нашу культуру, которая вот произросла на такой священной земле, на нашей прекрасной земле, надо знать, надо ценить, надо изучать. Ну и давай на этой высокой ноте закончим. Мне здесь не добавить, не убавить прекрасные слова поэта. Читайте книги Елизаветы Мигалкиной, покупайте ее книги, читайте в интернете. Спасибо, Лиза. Спасибо, Максим. Всем пока. Творческие люди. Якутяне о культуре.